Лидеры финно-угорских общественных движений, которые занимаются вопросами коренных народов в других регионах России, положительно оценили перемены в руководящем составе Коми Войтер. Напомним, на последнем съезде Коми народа делегаты большинством голосов избрали нового руководителя движения. Ею и стала директор Дома дружбы Галина Габушева. Серьезно обновился и сам президиум общественной организации. Любовь Лапина продолжит. Избрание Галины Габушевой на должность руководителя Коми Войтер вполне заслуженно. Именно так оценивают итоги недавних выборов в Центре поддержки коренных народов «Молодая Карелия». По словам лидера движения Алексея Цикарева, обновление руководящих органов общественных финно-угорских организаций ведет к обновлению и работы в ней. Главное – сохранить преемственность. Плохо, когда эти две крайности есть, да, когда вообще не обновляется руководство или когда оно обновляется кардинально. В вашем случае произошло, по-моему, довольно удачно, да, потому что остались некоторые люди, которые были у основания, которые создавали Коми Войтер и движение Коми народа на современном этапе развития. И появились также люди, которые имеют определенный опыт, но тем не менее они вот впервые вошли, скажем, в руководство. Я думаю, что это только плюс. Главная задача, которая стоит сейчас перед Галиной Габушевой, по мнению карелов, это наладить диалог внутри организации. Впрочем, по словам Алексея Цикарева, это вполне по силам новому руководителю, ведь опыт общественной работы у нее есть. Большие надежды на плотное сотрудничество возлагают и коллеги из НАО. С ассоциацией ненецкого народа Есавей у Коми Войтер давние и тесные связи и довольно много реализованных совместных проектов в туризме и традиционном промысле. Впрочем, у соседних территорий и сейчас остается немало вопросов, решать которые вдвоем эффективнее. У вас же сейчас Габушева, да, стала. Вот, она к нам приезжала, еще будучи министром по делам национальности республики. Да? Ну, мы общались, в принципе, есть темы, которые надо поработать и на уровне регионов, уровне общественных организаций. Я надеюсь, что тот потенциал, который эти люди имеют, они будут его использовать. В самом Коми Войтер обновление в составе сейчас воспринимают вполне позитивно. Новые люди в президиуме и у руля движения – это в первую очередь и те дополнительные возможности, которые они могут принести организации. Я бы не сказал, что она новый человек в Коми Войтере, она давно работает и в движении Коми Войтер, поэтому она хорошо знает всех членам Коми Войтера и, соответственно, члены Коми Войтера, исполкома Коми Войтера прекрасно знают Галину Ивановну. Поэтому я думаю, что нынешняя команда правления, она прекрасно справится с поставленными задачами. Новому руководству, безусловно, придется погрузиться более детально, более глубоко и в проблемы, и в пути решения. Но так как она является сегодня еще и директором Дома дружбы народов, безусловно, это подведомственное учреждение Министерства национальной политики. Я думаю, здесь не должно быть каких-то сложных вопросов в решении, а, наверное, это будет только плюсом. И народ, понимая, что сейчас во главе движения руководитель, которая много лет занималась этим, должна не только просто выдвигать идеи или консолидировать идеи населения, но и самой вносить огромную лепту. В любом случае, Коми Войтер – это общественное движение. И каждый человек, который не снял свою кандидатуру, а включился в эту работу, он уже чувствует, наверное, какие-то свои возможности и способности для того, чтобы в первую очередь принести пользу своему народу. То есть это, я думаю, что должно быть главной мотивацией и главной причиной того, что человек себя признал в числе тех, которые будут в дальнейшем организовывать работу всего национального движения. Многие члены президиума уже определили для себя приоритетные направления. Безусловно, это развитие всех прежних наработок. Коми Войтер должен сохранить все свои годами наработанные позиции и даже больше – нести новые идеи. Их, кстати, уже немало. Так Григорий Хатанзейский на первом совещании собирается выйти с предложением создать дорожную карту всех населенных пунктов, чтобы в оперативном режиме выявлять проблемы и следить за их решением. Любовь Лапина, Дмитрий Ведерников, телеканал Юрган.